Селям алейкум, здравствуйте. Актуальный разговор у нас сегодня с членом Совета крымских татар при главе республики Айдаром Аджмамбетовым. Айдар Бей, селям алейкум. Алейкум селям. Не так давно Совет крымских татар при главе республики выступил с обращением на имя министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова касательно обсуждения крымско-татарской темы между представителями двух государств, Украины и Турецкой Республики, по непосредственно нашей теме. Как вы считаете, почему неприемлемо обсуждать крымско-татарскую проблему на уровне третьих стран? Во-первых, крымские татары живут в Крыму, а страны, как Украина, Турция, да, там есть представители крымско-татарского народа, пусть они побеспокоятся о своих гражданах. Я считаю, что первая задача тех стран — обеспечить достойную жизнь тем гражданам, которые проживают у них на территории. Насколько мы знаем, в Турецкой Республике очень большая диаспора крымских татар, и среди них есть в том числе люди, которые нуждаются. И в Украине тоже, особенно в Херсонской области, в Новоалексеевке, в Геническом, которые в свое время остались там проживать, не могли попасть себе на родину, так и остались там. И у них условия жизни не настолько идеальные, чтобы можно было обсуждать вопросы касательно всего крымско-татарского народа. Поэтому каждое государство должно заботиться о своих гражданах, которые проживают у них на территории. А крымско-татарский народ свою судьбу строит сам, у себя на родине. Это самое главное. Поэтому спекулировать темой крымских татар между различными вопросами, геополитическими вопросами, использовать крымско-татарский народ как разменную монету в своих политических целях — это недопустимо. Тот, кто хочет обратить внимание международное сообщество к вопросу крымско-татарской проблематики, то у нас двери всегда открыты, могут приехать, посмотреть, как проживают крымские татары в Крыму, в чем они нуждаются, где у них все хорошо, где у них есть проблемные вопросы, где они могут помочь. Поэтому, к сожалению, Турецкая Республика за последние 5 лет никаким образом не отреагировала и не направляла сюда своих представителей для изучения положения крымских татар. Как крымские татары вообще живут в Крыму? Да? Можно было приехать, воочию все увидеть, пообщаться с крымскими татарами, которые проживают у нас тут в Крыму, и сделать определенные выводы. А строить какое-то будущее за пределами Крыма — это, я считаю, что большая пощечина крымско-татарскому народу со стороны двух этих лидеров. И вы понимаете, сегодня во всем мире крымские татары проживают. Можно сказать, что завтра выйдет премьер-министр Японии или президент Франции и начнет обсуждать крымско-татарский вопрос. Это абсурд. Поэтому там тоже есть крымские татары, там тоже есть определенные проблемы. Поэтому каждый руководитель страны, подчеркиваю, они должны решать проблемы своих граждан, но при этом ни в коем случае не спекулировать судьбой целого народа, хоть и малочисленного, в своих геополитических играх. Дербей, знаете, как-то очень странно было слышать из уст президента Турции националистический лозунг украинский «Слава Украине». Это очень гротескно как-то смотрелось со стороны. Как вы считаете, что толкает Реджепа Тайипа Эрдогана на подобного рода заигрывание с сопредельным государством, учитывая, что их официальная идеология сейчас такая крайне правая? Почему он это делает? Однозначно это политика, то есть руководитель такой большой страны, Турецкой Республики, пытается манипулировать в геополитической ситуации, которая сегодня складывается на Ближнем Востоке. Но это их дела. Хоть пусть на японском говорит, понимаете? Тут вопрос, говорит он там «Слава Украине», не говорит «Слава Украине», как-то по-другому он будет высказываться. Это уже их личные дела. Мы туда не вмешиваемся. Есть политика Турции, есть политика Украины. Пусть они между собой взаимоотношения выстраивают. Но разменные монеты, еще раз повторюсь, в своих двухсторонних или трехсторонних отношениях крымских татар пусть не используют. Потому что нельзя использовать судьбу целого народа ради каких-то там сиюминутных выгод. Конечно, каждое государство строит свою политику в отношении благополучия своей страны. Да? Они таким образом, используя крымско-татарский вопрос, хотят получить определенные дивиденды для Турецкой Республики или для Украины, неважно. Но тут, если кто-то хочет манипулировать сознанием
там, третьих стран. Я думаю, что это нелогично вообще. Такими мелкими высказываниями большую политику не построишь. Вот. Но, естественно, такое отношение, мне кажется, у крымских татар складывается, что Турция преднамеренно пытается крымско-татарский вопрос искусственно поднимать на международной арене, чтобы достичь определенных своих целей. Но не нужно это делать, потому что наша история более 200 лет показывает, даже намного больше, как Турция относилась вообще к Крыму, к крымским татарам. И этот опыт, к сожалению, не всегда положительный. И мы должны просто знать историю. Мы не должны слепо верить всему тому, что нам говорят и обещают. Ну, пообещали там 500 домов построить, но это же не обязательно, что они эти дома построят, правильно? Пообещали они там в Киеве построить мечеть. Ну пусть построят, посмотрим. Но там уже есть отголоски того, что земли-то нет, где это все строить. Поэтому... Айдарбей, на самом деле отношение к крымским татарам можно проследить путем сравнения, допустим, как мы развиваемся здесь в Российской Федерации и как крымские татары сейчас живут на Украине. Вот на примере той же мечети, о которой вы вспомнили, сколько ее обещали, в том числе и в Херсоне, в Киеве, но тем не менее там дальше разговоров дело не идет. Наша соборная мечеть, она на глазах растет, и вот скоро уже примет первых прихожан. Ну, это я вам больше скажу, что в Херсоне, в Киеве, в Симферополе обещали, но, к сожалению, в Симферополе так и мы не получили ничего, да. Также все, я считаю, что это все также на уровне обещания все останется, потому что сегодня в Киеве такого интереса к крымско-татарской тематики уже не осталось, как было это несколько лет тому назад. Ресурс исчерпан, что называется. Ресурс постепенно уменьшается. Что мы видим вот с телеканалом АТР происходит. Вопросы строительства домов стояли, этот вообще появился не вчера, да, буквально с приездом Эрдогана, а несколько лет тому назад об этом говорили, что там будут строить жилье для переселенцев. У меня большой вопрос. Для кого будут строить? Где эти 500 семей, которые нуждаются в этом жилье? Так может, о семьях никто не думает, думает о деньгах? Ну, это уже другой вопрос, да, то есть на какой ниет, какие мысли, это мы не знаем, с какой целью они это все делают, ради прибыли или ради чего. Но я это больше воспринимаю как призыв, некий призыв выехать из территории Крыма и поселиться там. То есть вот к чему призывают те слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вот. Но при этом я все-таки обращаюсь к своим соотечественникам. Другого дома у нас нет. Наш дом — это Крым. Мы сюда вернулись. Я маленький был, когда сюда вернулся. Сегодня очень много детей, которые уже родились, для них другой родины нет. Поэтому мы только в дружбе, в созидании, с хорошими планами на будущее будем жить у себя дома. Поэтому какие-то подачки от соседних стран нам не нужны. Да, раз мы ведем разговор про мечети, давайте еще вспомним тот эпизод, когда вооруженные силы Украины ворвались в одну из мечетей, где в том числе молитву проводили и крымские татары. Помните ту нашумевшую историю, когда обсуждалось этот момент вообще во всех соцсетях? Что это было, на ваш взгляд? Ну, это двойные стандарты государства, поэтому тут и прямое отношение, то есть государство продемонстрировало прямое отношение к тем гражданам, которые исповедуют ислам, в том числе и крымским татарам, которые, большинство, да, которые ходят в эту мечеть. Поэтому мы, как мусульмане Крыма, тоже выражаем свою обеспокоенность положением мусульман в Киеве и в целом в Украине, что там ущемляются права мусульман. Так не должно быть. Раз государство придерживается принципов демократии, тут должно быть все демократично. И если человек исповедует ислам, он может спокойно посещать свой культовый объект и выполнять все те обряды, которые ему предписаны. Поэтому все-таки какие-то нотки антиисламские начали проявляться в Украине. Это логично, на ваш взгляд? Предсказуемо было? Ну, конечно. Конечно, предсказуемо, потому что все-таки Украина — это такой, хоть она и
многонациональная, но моноконфессиональная, можно сказать. Поэтому все-таки ислам для Украины более новое, нежели вот для России. Для России тут все-таки, как и сказал президент, ислам — это как бы вторая религия, государствообразующая религия. Поэтому в этом есть и отличие между Украиной и Россией. Не зря я выше подчеркнула по поводу крайне правой идеологии современной Украины. В принципе, в эту конву и вписывается вот политика, которую они сейчас ведут. Один язык, одна нация, одна вера. И, собственно, после такого минутного послабления продолжается эта политика, которая была националистами заявлена ранее. У крымских татар всегда были вопросы к украинскому государству. И в тот период, когда мы жили в юрисдикции Украины, всегда крымские татары говорили о правах, как о языке, о законе восстановления прав депортированных народов, о строительстве соборной мечети. Кстати, был очень сложный вопрос по выделению земельного участка под строительство соборной мечети. То есть это не только сегодня проявляется, оно длится с момента независимости Украины. Когда вопросы прописки было, по покупке жилья в 90-е годы, это все при независимой Украине. И сегодня продолжается. Поэтому нельзя говорить, что сегодня Украина как-то изменилась, и государственная политика в отношении крымских татар как-то поменялась. И тут же нужно не забывать о стратегии, которую предлагал Бессмертный. Да? Там один народ, одна религия, одна страна, один язык. Все должно быть украинское. Но никто не говорил о том, что должно быть что-то крымско-татарское или мусульманское, что-то должно быть. Ничего такого подобного не было. Поэтому если мы себе какие-то картины рисуем, то не нужно обманывать самих себя. Поэтому государственная политика, она ни в коем образом не поменялась, она продолжается. Да, были определенные моменты, там, эйфория неких революций, когда что-то планировали поменять, но в результате, как говорится, остались у разбитого корыта. К сожалению, сегодня то положение украинского простого народа очень сложное, и в том числе тех крымских татар, которые там проживают, достаточно не то, что хотели получить. Да? Поэтому государственная политика в отношении крымских татар, она всегда оставалась такой и сегодня продолжается. Особенно в последнее время мы наблюдаем. И что касается с финансированием. Ну, кстати, тут госфинансирование — это очень интересно. Вообще тут нужно отдельную программу посвящать этой тематике, поскольку те деньги, которые выделялись на обустройство крымско-татарского народа, в частности, там, на выкуп жилья, там, компенсации расходов на переезд, компенсацию на расходы перевоза имущества, в частности, контейнеров, да, это все полностью, практически 90% этих средств ушли на финансирование телеканала. И при этом они не отчитались за эти деньги, это которые другое дело. То есть как государство могло взять эти деньги, которые нуждаются крымские татары, которые возвращаются. Там же есть те, которые с Средней Азии приезжают туда, в Украину, которые должны по программе обустройства депортированных граждан финансироваться. А что там, дороги сделали на Алексеевке, там несколько тысяч крымских татар, там целый поселок компактного проживания. Дороги сделаны, или там школа появилась с крымско-татарским языком обучения, или там садик для крымских татар появился. Ничего этого нет. Вот такая государственная политика. То очень интересная была ситуация с так называемой декоммунизацией. Почему-то по Крыму приняли отдельное решение. Вот они поменяли название городов, а Крым оставили там на когда-то, когда-то. То есть это никогда будет. То есть все это хорошо понимают, поэтому они его не внесли. Знаете, это такая очень острая тема. Тут можно далеко зайти, вплоть до того, что нужно декоммунизировать западноукраинские земли, их Польше там, или Венгрии, Австрии-Венгрии отдать, потому что эти территории вошли в состав Советского Союза, в состав Украины. Да, это, то есть очень длительный такой вопрос. Туда мы не будем уходить далеко в историю. Что касается, опять же, крымских татар, мы хотим, чтобы где бы крымские татары ни жили благополучно. То есть это наше главное желание. Но лучшего места, где крымские татары могут себя чувствовать счастливыми людьми, благополучными людьми, лучшего места, чем Крым, они не найдут. Поскольку как бы ты хорошо ни жил, как бы ты богато ни жил, в достатке бы ни жил, а вот то, что у тебя внутри
будет болеть по тоске по родине, оно не стоит всего того, что человек может материально как-то себя... Да, просто главный вопрос заключается в том, чтобы не обсуждали нас без нас, что называется, где-то на территории третьей страны, и вообще принимали решения, в которых заинтересованы исключительно третьи страны. Но давайте вернемся к встрече, которая произошла в Киеве между украинской делегацией и турецкой делегацией. Там главный вопрос, который обсуждался, и для них это было, безусловно, важно, это материальный вопрос. Это то, что вы чуть выше сказали, по поводу в том числе там, выделения земель, там, каких-то финансов и так далее, и так далее. Знаете, это выглядит, как помните, классика советского кинематографа касательно того, что не учите меня жить и помогите материально. Это вот как раз тот случай. Как вы прогнозируете? Давайте еще раз подчеркнем. Вы считаете, что это ничем не закончится, это просто обычные лозунги и демагогия такая политического рода? Я все-таки придерживаюсь того, что это был некий такой политический ход в ситуации, когда у себя там рядом под боком немножко появились сложности, да, в вопросе Сирии. Там как раз очень активно вопрос Идлиба начал подниматься. И в ходе вот этих всех процессов не нашли ничего лучшего, как поднять вопрос крымских татар и спекулировать в этом вопросе. Знаете, с таким же успехом можно поднять вопрос, а как же живут крымские татары в Турции? Тем более, я об этом тоже говорил, что там достаточно крымских татар. И, кстати, они практически никто не знает свой родной язык. Очень мало там в деревнях, где компактно проживают. И тоже в возрасте люди, пожилые люди. Это, знаете, из той же серии, если Узбекистан и Казахстан соберутся и будут обсуждать, как же крымские татары живут в Турции, как бы турецкая сторона на это отреагировала. Да, насколько плохо живется крымским татарам в Турции или насколько хорошо. Это вот непонятная такая ситуация. То есть понятно, что у нас исторически, традиционно, религиозно есть определенные связи с Турцией, да? Ментальность определенная, схожесть есть. Они всегда нас, крымских татар, считали младшими братьями. Но если вы считаете нас младшими братьями, то нужно относиться как к младшим братьям, да, то есть нужно все вопросы обсуждать вместе с этим народом. Но опять же, вместе с народом у него дома. Но не где-то у соседей. Но это неправильно. Вот приедьте, да, у нас есть определенные сложности, мы постепенно пытаемся их решать. Здесь можно реализовывать многие проекты. Я думаю, что наша страна всегда открыта для этого. Если хотите реализовывать какие-то определенные проекты, то тут никаких сложностей я не вижу. Ну, призывать крымских татар покидать свою родину так косвенно, то есть, да, ненавязчиво, это, я считаю, что по отношению к Эрдогану непростительно. Айдарбей, не кажется ли вам, что политические иммигранты, которые сейчас на Украине живут, они пытаются повторить тот опыт, который уже был у нас в прошлом, и устроить родину вне родины? На все воля Всевышнего, поскольку тогда, когда наши родители и мы маленькие жили в Средней Азии, тогда еще этот вопрос обсуждался, и там предлагали, если не ошибаюсь, в Кашкардаринской области, в Мубареке, создать крымско-татарскую автономию, чтобы там счастливые крымские татары строили свою республику. Но по воле Всевышнего мы все сейчас живем у себя дома, на родине, в Крыму, поэтому каждый может много что там планировать, о чем-то думать, искать какие-то дивиденды, получить какие-то гранты под реализацию определенных проектов. Но большинство все-таки наших соотечественников вполне здравомыслящие. Они на какие-то такие провокационные вопросы реагировать не будут. И мы видим, что за последние 5 лет было очень много попыток, да, достучаться до сердца каждого крымского татарина, чтобы они как-то вот себя проявили. Но народ все-таки мудрый. Он свое решение принял. И не зря, пройдя такие сложные этапы в жизни, все мы сказали, что мы будем жить дома. И я вам больше скажу. Те люди, которые по разным обстоятельствам, кто-то учиться уехал, кто-то работать уехал, кто-то не захотел принимать то изменения, которые у нас произошли, уехали. Но большинство из них сейчас думают, как вернуться. Мы постоянно получаем различного рода информацию об оказании содействия, чтобы эти люди могли пересечь границу
и стать полноценными гражданами Российской Федерации и жить у себя дома. То есть желающих таких очень много. Поэтому иллюзии какие-то, создание каких-то республик или там каких-то отдельных городов, чисто крымско-татарских или районов или поселков, это все утопия. И это никогда не реализуется, это никогда не получится, поскольку народ не может существовать без своих корней. А корни у нас только в Крыму. Вы знаете, что удивительно? Сейчас такая тенденция. Вот лидеры мнений, которые сейчас сформировались среди крымских татар на Украине, они прослеживают сейчас их интервью. И практически в каждом из этих интервью они на самом деле плачут. И это о многом говорит и о тех преобразованиях, которые там произошли, и об отношении. Кстати говоря, об отношении Украины как государства к крымским татарам можно судить, безусловно, касательно тех редакций, которые там работают с крымско-татарским колоритом. Вот вы вспомнили телеканал АТР, и те проблемы, с которыми они сейчас сталкиваются. Закрыли там еще одну крымско-татарскую редакцию. ИВА там что-то. Да, абсолютно нерентабельно было. Там даже министр сказал о том, что в месяц там 6 минут всего было. Просто... Опять вот если вернуться к вопросу там, обещаний с турецкой стороны, для Турции вообще ничего не стоит профинансировать тот же телеканал АТР. Вообще ничего не стоит. Они могли там технически, если вот говорить, прикрепить АТР к там, государственному каналу ТРТ и полностью его как филиал использовать. Но почему-то Турция этого не делает. Вот не делает. А для них это копейки. Вообще еще, ничего не стоит. Да, удивительно еще то, что они все время призывают крымских татар финансировать телеканал АТР, но тем не менее никто им деньги не перечисляет. И вот таким самостоятельным способом профинансировать деятельность канала у них не получается. На пожертвования телеканал никогда не сможет прожить. Это чистая правда. Для того, чтобы содержать телеканал, это очень много денег. Даже не телеканал, даже радиоканал с FM-частотами — это очень большие затраты. То есть FM-волну приобрести, это нужно очень крупные суммы денег. А вы представляете, телеканал — это выход спутник международный, на определенную территорию вещать через спутник, через международные организации, предприятия, да, которые подают сигнал на ту или иную территорию. Это стоит очень баснословных денег. И, естественно, или тут должен быть частный капитал, который целенаправленно работает на этот канал, или государственная поддержка. Айдарби, вы совершенно правильно сейчас подчеркнули касательно Турции, что ей, собственно, ничего не стоило профинансировать телеканал АТР. Это на самом деле еще раз доказывает тот факт, что кроме демагогии там дело дальше абсолютно не пойдет, и это просто такая политическая плоскость, на которой манипуляции производятся. И, Айдарби, мы выходим в преддверии очередной годовщины гибели Номана Челебиджихана, нашего выдающегося деятеля, но, к сожалению, вот ввиду всех этих политических процессов его имя было очернено за пределами Крыма. Как вы считаете, какова роль такого, на самом деле, выдающегося деятеля в нашей истории и каково значение его в наши дни? Роль Номана Челебиджихана переоценить очень сложно, поскольку в таком молодом возрасте, он погиб, к сожалению, в 33 года, совсем очень молодой, но за это время он успел сделать очень много полезных вещей, стать настоящим лидером для Крыма, стал муфтием не только для Крыма, но и Польши, Литвы, Белоруссии. Это такая выдающаяся личность, которая на тот момент пыталась объединить всех жителей Крыма. Вот не зря, мне очень его фраза нравится, что народы Крыма как букет разноцветных цветов. Да? То есть на самом деле так. То есть он пытался путем созидания построить будущее Крыма, а будущее Крыма без созидания оно обречено на провал. То есть только созидание, добрососедские отношения могут привести к хорошим результатам. Но, к сожалению, не все его слышали. Но на тот период он действительно был очень выдающимся человеком. В принципе, и сегодня тоже таких людей нам бы... Самое главное, он на тот момент остался со своим народом. Он остался, несмотря ни на какие сложности, хотя у него была возможность покинуть Крым, как это сделал Джафер Сейдамет, но он остался и погиб у себя дома. Айдарби, сегодня для крымских татар чрезвычайно важно видеть перед собой стратегию развития. Какой она, на ваш взгляд, должна быть и что нас все-таки делает крымскими татарами? Во-первых, это наш дом.
Ну, любое развитие, оно по-хозяйски должно быть. Вот если ты дома, дом это твоя собственность, ты, естественно, как хозяин будешь его там облагораживать, там, красить, белить, обновлять. Так и общество. То есть любое общество, когда оно у себя дома, оно пытается его как-то облагородить. Поэтому наше будущее, наша стратегия заключается в том, что только дома мы можем себя чувствовать крымскими татарами. Только у себя на земле мы можем полноценно говорить, что мы крымско-татарский народ. Только зная свой родной язык, мы опять же можем говорить, что мы крымские татары. Только зная свою историю, свою религию, традиции, обычаи, вот это все в совокупности говорит, что мы крымские татары. Вот если мы этого потеряем всего, у нас если этого ничего не останется, то, естественно, мы крымскими татарами не сможем называться. А сегодня мы полноценные крымские татары. Да, у нас есть проблемы с развитием крымско-татарского языка, но оно зависит от нас. Мы сами, если захотим, будем его идеально знать. Потому что любой вопрос по силу каждому из нас. Поэтому я думаю, что насколько хорошо мы будем знать свою культуру, традиции, обычаи, историю, которую нам оставили наши предки, язык, мы тогда являемся тем народом, частью того крымского сообщества, которое называется крымские татары. Да, и в своем доме мы сами наведем порядок, не нужно к нам со своим уставом приходить. Да, что да, называется. И строить там тоже не нужно, мы сами построим. Спасибо, Айдарбей, за такой действительно важный разговор. Спасибо, уважаемые телезрители, за то, что были с нами.